Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... В столице Азербайджана Баку прошел 7-й саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных стран. В мероприятии принимали участие главы стран-участниц Совета: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев. Кроме того, впервые в качестве полноправного члена данной организации принял участие в заседании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По итогам 7-го заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств подписан ряд документов, а именно решение о создании Координационного комитета органов сотрудничества тюркоязычных государств, решение о присвоении первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву статуса пожизненного почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств, решение о высшем ордене Тюркского мира, решение о присвоении высшего ордена Тюркского мира первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, решение о назначении заместителя генерального секретаря Тюркского совета и президента фонда тюркской культуры и наследия. Также принято совместное заявление о принятии Республики Узбекистан в состав Совета сотрудничества тюркоязычных государств и подписано соглашение между секретариатом ССТГ и правительством Венгрии относительно представительства Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Венгрии. И вот важный момент. Теперь уже почетный председатель Тюркского совета награжден высшим орденом Тюркского мира. Выражаю вам искреннюю благодарность за то, вручаете мне самую высокую награду Тюркского совета. Я сделаю все возможное, чтобы и в дальнейшем развивать и укреплять дружбу и сотрудничество между тюркскими государствами. Это высокая честь, и я продолжу принимать активное участие в работе нашего общего дома. Глава Кыргызстана на 7-м заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств подвел основные итоги председательства страны в организации. Он заявил, что за время председательства в ССТГ Кыргызстан приложил все усилия для дальнейшего развития организации, укрепления плодотворного сотрудничества и дружеских отношений между государствами. Констатировал, что с момента создания Тюркского совета было проведено 55 мероприятий. 15 из них прошли в период председательства Кыргызской республики. За время председательства страны Венгрия получила статус наблюдателя. Узбекистан стал полноправным членом организации. В столице Венгрии, Будапеште, открылось европейское представительство Тюркского совета. Представительство придаст стимул для создания связи между тюркской и европейской цивилизациями, считая, что с началом участия в работе Совета Узбекистана и Венгрии в ближайшем будущем будут сделаны шаги по присоединению к его работе и других наших партнеров, отметил Сооронбай Жээнбеков. Президент выразил уверенность в том, что с расширением организации будет развиваться многостороннее сотрудничество и взаимосвязь между тюркоязычными народами. Добавил, что в рамках председательства Кыргызстана утверждена концепция Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда. Усилилось сотрудничество в сферах образования и транспорта. В июле текущего года в городе Стамбул открыт офис Объединенной Тюркской торгово-промышленной палаты. Также кыргызская сторона провела плодотворную работу с арабскими странами по приданию Тюркскому совету статуса наблюдателя в организации исламского сотрудничества. Теперь работу в данном направлении должен продолжить секретариат организации. Кроме этого, город Ош Кыргызской республики объявлен культурной столицей тюркского мира. В рамках этой инициативы проведены такие международные мероприятия, как этнокультурный фестиваль тюркского мира, древний Ош – центр цивилизации, напомнил президент Сооронбай Жээнбеков. Он выразил благодарность главам всех государств-членов ССТГ за оказание всестороннего содействия в реализации этих важных дел за период председательства Кыргызстана. Кроме того, глава Кыргызстана, обращаясь к присутствующим лидерам стран ССТГ, отметил необходимость повышать потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами Тюркского совета. Особенно важно оказывать содействие малому и среднему предпринимательству, подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. Он отметил, что темой саммита стало развитие малого и среднего предпринимательства, в связи с чем кыргызская сторона придает большое значение экономическому сотрудничеству между тюркскими странами. Так, общий объем внутреннего валового продукта стран Тюркского совета составляет приблизительно $1,5 триллиона. Поэтому мы должны в полной мере использовать общие экономические возможности. Кыргызстан в этом направлении успешно работает
по расширению транспортных коридоров, строительству энергетических объектов в сфере легкой промышленности и переработки сельскохозяйственной продукции. В то же время расширяет связи в сферах логистики, транспорта, туризма и инновационных технологий, подчеркнул Сооронбай Джинбеков, и выразил готовность к совместной работе в этих сферах с партнерами из государств-членов Тюркского совета. Президент добавил, что членство Кыргызстана и Казахстана в Евразийском экономическом союзе позволит предпринимателям тюркских стран выходить на рынок с населением в 190 миллионов человек. Кроме того, отметил, что у стран организации есть большой неиспользованный потенциал для развития экономического сотрудничества. В рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялись также двухсторонние встречи глав государств. В общей сложности мы с тюркоязычными странами встречались 17 раз. Я участвовал в каждой встрече. Мною было предложено создание Тюркского совета Тюркской академии. Наши братские страны должны поддерживать друг друга. Вас знает мир, знает все ваши труды. Ваш вклад в развитие тюркского мира бесценен. Ценя ваш труд, и было принято решение о присвоении вам статуса почетного председателя Тюркского совета. Я вас поздравляю с этим. С Ильхамом Алиевым Елбасы обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Сегодня наблюдается положительная динамика развития казахстанско-азербайджанских отношений. И мы развили свою инфраструктуру до Китая, до Тихого океана. Никаких других проблем. Развивать отношения, торговли, политики. Есть все возможности. Сегодняшний юбилейный саммит Тюркского совета. Мы очень рады, что проходит в Баку. И вы стояли у истоков многих инициатив и шагов, направленных на укрепление единства тюркского мира. Еще раз добро пожаловать и спасибо, что приняли наше приглашение и посещаете нас. Талгат Мирахимов – живописец. Искусство живописца выражается в эстетическом переживании мира, отражении полноты зримых форм, ароматов благоухающих цветов, плодов, красоты южных мотивов, обаяния и неги, текущей перед его взором жизни. Участник республиканских и международных выставок. Произведения находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтеева, в музеях СНГ и стран дальнего зарубежья. Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР и золотой медалью выставки «Азия Арт» Ташкент. В Бишкеке открылась персональная выставка заслуженного деятеля культуры Кыргызской республики художника Талгата Мирахимова. В адрес юбиляра было сказано много добрых и теплых слов с пожеланиями здоровья, долгих лет жизни, благополучия, внимания, заботы родных, близких и друзей. Также Талгату Мирахимову и его супруге Халича Мапе был вручен национальный чепан.
Талгат Мирахимов – художник яркой творческой индивидуальности, продолжатель традиции реализма в кыргызском изобразительном искусстве. Он родился в городе Кульджа, в Восточном Туркестане, в семье известного ювелирных дел мастера Акзама Мирахимова. После переселения в Киргизию в середине 50-х подросток Талгат осуществил свою мечту, поступив в художественное училище, которое сегодня носит имя Семена Афанасьевича Чуйкова. Со второго курса был направлен на службу в армию. По возвращении в 1968 году окончил училище, получив назначение на работу в Республиканский художественный фонд. Выставка охватывает творческий путь художника за 50 лет и посвящена природе, людям кыргызской земли и Восточного Туркестана. Это полотна пейзажной живописи, сюжетные композиции на темы повседневной жизни земляков-художника, уйгуров-земледельцев. Его внимание также привлекает портрет и натюрморт. Живописные холсты Мирахимова отличают не только задушевная интонация, но и цветовое богатство. Твердая позиция автора – сохранить и донести до молодых художников живой, обогащенный новыми ритмами, реалистический метод живописного письма. Зрителю предстоит путешествие по тихим патриархальным улочкам Урумчи в Восточном Туркестане, окунуться в атмосферу азиатского базара, полюбоваться грацией юных девушек, ощутить прикосновение потоков свежего ветра на берегу Иссык-Куля, побывать в бескрайней казахской степи, одним словом, увидеть красоту родной земли глазами художника, патриота, гражданина и незаурядной творческой личности, который использует свой талант во благо людей. Говорят, любой юбилей – это не повод считать года, а повод считать друзей. Талгата Мирахимова приехала поздравить целая делегация из Казахстана, где его работы часто выставляются. Талгат, мы вас поздравляем юбилейным выставкой. И видите, у нас сегодня гости, родственники, близкие из Казахстана тоже приехали, чтобы поздравить вас. Ну, мы присутствуем вот в юбилейной выставке. Ну, прекрасная выставка, прекрасные картины. Я уже сказал, что Талгат Мирахимов знает не только у вас в Киргизии, но и в Казахстане, Узбекистане. И в России очень хорошо знает. Художник очень известный, мастер своего дела. Его картины всегда, в первую очередь, ты оказываешься на Восточном Туркестане. Большинство, во всяком случае, картин вот про Восточный Туркестан, родину уйгуров, быт уйгуров, культура, искусство. Поэтому нам всем и казахстанцам очень интересно всегда посещать вот выставку Талгата. Ну, когда смотрим, как будто мы в Восточном Туркестане находимся. Мы смотрим, как я уже сказал, мы как будто чувствуем себя в Восточном Туркестане, у себя на родине. Поэтому мы, большая делегация, сегодня приехали сюда поздравить Талгата в первую очередь с юбилеем, юбилейной выставкой, пожелать ему здоровья, успехов, дальше творческой деятельности. Может, в вашей делегации тоже кто-то хочет поздравить или что-то сказать? Мы только можем сказать Талгатаке больших творческих успехов Акава. Пусть вот эти картины наслаждаются все люди. Если у вас и здоровья, конечно, большого. Будет здоровье, вы не одну такую картину нам еще напишите. Еще наши дети, внуки будут радоваться этим картинам всем. Вот.
Талгат ака, когда открытие было, не зря сказали, вы народный художник уйгурского народа. Вы действительно не только уйгурского народа. Все правильно сказали. То, что делается, это Восточный Туркестан, это тюркских земель. Здесь, невзначай на национальности, все туркоязычные общались друг с другом. Это наша, спокон наша земля, наши обычаи. И мы тогда не разделялись на каких-то племена или там национальности. Все были единые были. Я вот работаю, иногда мне кажется, что это будет. В конце концов, мы все также будем общаться, жить единой тюркскими национальными делами. Я думаю, поэтому я постоянно работаю на эту тему, чтобы наши дети, внуки не потерялись или, можно сказать, не оторвались от того, что у нас есть. Ценили всегда творческий человек. Да, всегда творческий человек. И творили, в конце концов. Это вдохновляет, илхам дает. Правильно, Тильмурат бей? Очень правильно, очень правильно. Вот мы говорим о возрасте 75 лет Мирахимова, а на самом деле ему не даст 75 лет. Почему? Потому что он живет, работает, смотрит будущее. Когда человек смотрит будущее, творчеством занимается, он всегда в душе молодеет. Поэтому, да, Аллах, Талгат такая, чтобы он до 100 лет вот так работал и радовал нас своим художеством. Языками цвет вы даете людям я понятие. Цветом работаю. Все я, значит, посвящаю к цвету. По цвету я определяю смысл картины. Характер, да? Характер, смысл картины. Только цвета. Спасибо вам. Поздравляем еще раз. Спасибо. Вам тоже спасибо, что с Казахстана приехали. Да. Поздравляйте нашего уважаемого Талгата Миррахимова. Да. Тема Родины, ее природы, единственный творческий потенциал, годами углубляющийся, все свободнее переходящий в слова, размышления, этюды и картины. Во многих его работах изображен Иссык-Куль. Фархад бей, сегодняшний день мы можем считать праздник уйгуров? Конечно, мы можем считать праздником уйгуров, так как наш Мирахимов Талгат проводит сегодня 75-летную юбилейную выставку своих картин. Его картины знают все во всем мире. Его картины висят, украшают музеи Европы, Америки, в Нью-Йорке его картины, в Люксембурге, в Париже. Любуются его картины в музеях. И это его картины очень ценят и любят. И мы гордимся, то, что у нас есть такой брат, то, что он именно уйгур. Вот. Он, правда, уже много лет живет в Кыргызстане, он считается наш кыргызстанский уйгур уже. И пишет картины, которые прославляют наш Кыргызстан, показывают всю красоту нашего Кыргызстана, озеро Кыргызстан, наши прекраснейшие горы, а также весь быт восточных народностей. Творческому человеку что надо? Что нужно? Я думаю, творческому человеку надо время для размышления, вдохновлять. Время, чтобы вдохновлять. А он не только он своим пером, своей кистью вдохновляет и молодежь, и весь народ Кыргызстана. Мы гордимся, что у нас есть такой заслуженный мастер своего дела. Надо всем нам поддержать вот таких людей, которые действительно полезны для народа, государства и будущему поколению. Да, он часто проводит такие мероприятия, и мы всегда поддерживаем нашего Аксакала, мы очень его уважаем. И вот сегодня тоже наглядная выставка юбилейная. Так как часто проводят такие выставки, мы всегда рядом, мы всегда его поддерживаем. Дай Аллах ему здоровья, благополучия и творческих успехов. Спасибо. Оскар бей, сегодня уйгурской диаспору праздник можно считать. Нашему многоуважаемому Талгатаке юбилейная выставка, 50-й почти. Что вы могли бы сказать как руководитель уйгурской общины в Кыргызстане?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что Талгат Агзамович является творческим деятелем, он наша гордость. Мы на самом деле гордимся тем, что сегодняшнюю его выставку посещают интеллигенция страны нашей Кыргызстана. У него плотные взаимоотношения со всеми сферами интеллигенции. И врачи здесь, и все творческие личности приходят. Вы правы, в действительности это уже далеко не первая его выставка. И каждый год, когда вот сегодняшняя выставка приурочена к его 75-летнему юбилею, как бы двойной праздник, хочу сказать то, что мы в действительности гордимся, что среди нас есть такие творческие деятели, известные за пределами нашей страны. И мы, как много других населяющих нашу страну наций, мы можем гордиться нашим маэстром, да, Талгат Аке нашим, можем гордиться. И на сегодняшний день, я так думаю, нам приятно. Спасибо, спасибо вам. Сегодня действительно день особенный, потому что мы присутствуем на 50-летнем юбилее творчества Талгата Аблизовича Мирахимова. Наверное, нет человека, у которого так развито творчество. Человек, который вложил так много для того, чтобы сохранить историю своего народа, показать его быт и сделать все, чтобы о народе Кыргызстана, об уйгурском народе узнала вся мировая общественность. Сегодня, в этот юбилейный день, я хочу сказать, что каждая картина его говорит о том, что нужно сделать все, чтобы развивалась страна. Нужно сделать все, чтобы эти картины видели дети и воспитывались на них, чтобы вот та история, которую он написал, вдохновляла бы наших взрослых, детей, чтобы мы не забывали свои корни, чтобы мы знали, что мы трудимся, мы живем на благо своего государства и своего народа. Сегодня в Кыргызстане проживает очень много уйгуров, которые вкладывают свой огромный труд в развитие нашего государства. Так вот, я хочу пожелать Талгату Аблизовичу большого здоровья, больших творческих успехов. И пусть Талгат Агзамович знает, что мы его любим, что мы гордимся им, что есть среди нашего народа такой человек, благодаря которому сохранилась история. Спасибо большое. Это родина наша. Вот. И меня не безразлично, что происходит в республике. И тем более художники, они как промокашка в себя впитывают. И меня вот это всегда сопровождал, и решил сделать такую скоропостижную выставку, которой надо людям задумываться о красоте, беречь нашу природу. Поздравить Талгата Мирахимова пришли многочисленные друзья, родственники, а также представитель президента Кыргызской республики, министр культуры, информации и туризма, гости.
Господин министр, вы знаете, сегодня очень известного художника Талгата Мирахимова, сегодня 50 лет творчества. Что вы скажете по этому поводу? Ну, Талгат Мирахимов один из знаменитых профессионалов, художников нашей страны. У него есть свой почерк. Он очень любит, используя разные цвета, показывать природу Кыргызстана и людей Кыргызстана. Мы сегодня сказали, что коллекции Талгата Мирахимова не только в музеях Кыргызстана, но и по всему миру, в разных музеях, в частных коллекциях каких-то европейских стран на сегодняшний день находятся. И поэтому мы гордимся, что Талгат Мирахимов, рисуя Кыргызстан, по крайней мере, представляет эти картины по всему миру, и эти картины стоят в разных музеях по всему миру. И мы гордимся с нашим соотечественником. Я надеюсь, что он дальше будет рисовать, мы будем очень много еще проектов делать. И поэтому его уровень, его почерк всегда он отличается. Если бы несколько картин показывали бы, я всегда узнавал бы почерк Талгата Мирахимова, да, потому что как он использует цвета, как он рисует, по-особенному передает лиц людей, это все, конечно, на высоком уровне. Много хороших слов и пожеланий было сказано в адрес Талгатбея. Мой папа – это такой человек, который всю жизнь нам был такой опорой. Мы действительно очень гордимся им. Он нам проложил такой путь, по которому нам очень легко идти вместе с мамой. Когда мы говорим, когда нас спрашивают, кто ты, мы говорим сначала дедушку, Ахзам Зарьяным Невресе. Потом говорим про папу. Талят художник Кзе. Сейчас вот у меня так получилось, что братишка тоже уже известный всем, дизайнер. Теперь я говорю, Фархат дизайнер Хадисе. Дай Бог, чтобы мне так посчастливилось, чтобы я своего сына тоже говорила Ахзамным Анисе, чтобы он был тоже выдающимся человеком. У нас вот действительно такая семья. У меня дочка вот поздравила, вы видели, она сейчас во Франции учится, благодаря моему отцу. Он всегда говорил, учитесь, учитесь и учитесь. Это даст вам все то, что у вас никто этого не отнимет. Моя мама, действительно, с отцом, они настолько, такая пара, они друг друга так дополняют. Мама у меня очень такая женщина, которая действительно вперед, вперед и вперед. Папа, он своим творчеством показывает, он мало говорит. Маме все отдал, мама больше всех у нас в семье. Поэтому я вам очень горжусь своими родителями. Спасибо большое. Хаджимапа, сегодня о Талгате Мирахимове очень много было сказано как художник, как общественный деятель, как творческий человек. Что вы скажете, как супруга? Какой он человек в семье? Что я могу сказать? Он у меня очень известный, очень добрый. Он совсем простой человек. Он не любит, когда о нем, когда сам себя вот хвалил, там день и ночь работает. Он, конечно, как супруга поддерживаете его, естественно? Обязательно поддерживаю. Где бы ни побывал бы, я главный менеджер. Его картины выставляет, я про его говорю, внутрь захожу. И какие рисунки он делает, здесь что обозначает, что есть, что нету, какие краски, темные, яркие. Вот это все я всегда ему помогаю. Ну, какой он в семье человек, как отец, как... В семье он отличный отец. Внукам, внучкам, даже он всегда говорит, надо учиться, учиться и учиться. Он помогает и внукам, и внучкам, и дочерям, и сыновьям. По стопам отца, даже мой сын сейчас вот художник-дизайнер. И вот мой внук Ахзам, тоже очень хороший дизайнер, тоже учится. Одна учится в юридическом институте, одна у меня сейчас в Париже. Вот всех поддерживает он, и я тоже, конечно, толчок делаю ему. И дочка, по-моему, тоже дизайнер. Да, дочка тоже. У нас творческая семья. Творческая интеллигенция, можно сказать. Да. Друг другу помогаем, друг другу поддерживаем. Вот, мы любим, ценим, уважаем его.
воспользуюсь случаем, как супруга, что вы будете желать ему самое, который исходит от души? Спасибо. Конечно, любой хочет, чтобы супруг был долго жил, вместе был своим, как говорят, и вместе пели, вместе танцевали, вместе говорили, вместе обсуждали вот это все. Я хочу ему долго-долго жить. Не только 75 лет, до 100 лет я ему буду поддерживать, помогать. Конечно, и мы друг друга любим, уважаем, ценим. Вот и по стопам и мои внуки, и внучки все пойдут. Организаторы подготовили для Талгата Мирахимова и его гостей интересную музыкальную программу. С юбилеем вас, дорогой Талгат Ака! Пусть жизнь вам подарит еще много счастливых дней и радостных событий.
Уважаемые телезрители, вы можете пригласить творческую группу программы «Мост дружбы» для съемок культурных мероприятий, где будут показаны национальные обычаи, традиции, игры, а также на знаменательные даты, народные гуляния разных национальностей. Кроме этого, вы можете поздравить своих друзей, родных и близких с их особенными датами. Принимая от вас приветы и поздравления, мы хотим создать для вас условия, чтобы вы могли передать друг другу приятные пожелания, выразить уважение и любовь своим родственникам, друзьям и сослуживцам. Таким образом, наводить настоящие мосты дружбы между людьми. Ведь в наши дни мы особо нуждаемся во внимании человека, который живет и трудится рядом с вами. Эти святые чувства дают стимул, помогают жить, творить и радоваться жизни. Ждем вас в рубрике «Приветы и поздравления». Обращайтесь по телефону 0551 66 52 52.